Но насчет покупки воды, видимо, они будут подписываться. Просто покупать воду. Там можно вода в обмен на Да, знижки по заключить газу, договор там с еще Украиной, и вот это покупать воду или счет поставок газа. Но в этом случае Украина, если подпишет такие договора о поставке воды, этим самым будет признание оккупации, признание аннексии Крыма агрессором России. Поэтому этого ни в коем случае делать нельзя. И я думаю, хватит разума и сил в депутатском корпусе и у президента, чтобы не повестись на такие игры. Не повестись. Это очень опасная игра. Это далеко идущая игра, потому что все мировое сообщество напрягается, теряет большие финансовые ресурсы из-за санкций, которые они навесили на Россию, от них вред для них тоже есть. И вдруг Украина дает воду, или продает воду, или разменивает на что-либо, это просто недопустимо. Мы тем самым признаемся перед миром, что Украина, в принципе, соглашается с переходом Крыма в состав России. А это нельзя делать. Если такое правительство, если будет обговаривать такие варианты обмена Крыма на воду или на Донбасс, как бы ни звучало, то в этом случае мы, коренной народ, крымско-татарский народ, должны будем пересмотреть свою стратегию развития народа. Мы совершенно не собираемся оставаться в лоне России, где они нас окончательно уничтожат. Это уничтожение нашего народа они начали с 1783 года. И в аккурат каждый век, каждое десятилетие они это повторяють. Ну, І це, сейчас, про це є да, і прийшов, демографічна статистика і, зменшення кількості кримських татар в Криму на своїй и батьківщині. сейчас подошел такой этап, что и поэтому мы никогда не согласимся быть в составе России. Если Украина, какие-то политические силы примут такие решения, то я не знаю, я же говорю, мы стратегию будем пересматривать. Если от нас откажется Украина, мы не пойдем в Россию, тогда мы будем провозглашать свободный Крым.